Какого раввина? Ну и Здесь что нету ты иудеев хочешь? вообще. Что ты Ну хочешь? вот Шулхан Арух. говорит, что вот Дальше человек что? говорит, так я тебе Что там говорю, написано так в я Шулхан сказал, Арухе? В Шулхан мне Арухе что интересно. написано? А вы прочитайте хотя бы 10 Что? законов Давай, здесь, какой? Я и его вы открыл. увидите. Открыл Читай, его, давай. пожалуйста, 10 законов, давайте. Ну, Я возьмем его пример. открыл, главу какую надо прочитать. Давай, открою, какую надо главу. Сколько томов там, скажите? Ты здесь умничаешь, сидишь Нет. за Шулхан Арух. Ты Да, даже не там знаешь, что 4 там тома. написано. Послушайте, я очень хорошо знаю. Там 4 Что тома. ты хорошо знаешь? Ну давай, какую надо Да. прочитать, чтобы иудаизм полностью... Возьмите последний том. Какой? Последний четвертый том. Какой 4 том? Здесь 651 глава. Вы так возьмите там, если они на тома делятся. Вот я Откройте тебе говорю, 4 том. Шулхан Арух, вот я набрал Шулхан Арух. Ну. Ладно. Забейте тогда, если вы набираете, забейте тогда 100 законов Шулхан Арух. Я не буду ничего набирать, 100 законов. Я открываю на еврейском сайте. Послушайте, я всегда открываю только на еврейских сайтах, только подстрочный перевод. Я всегда читаю и удивляюсь. А вот если вы проходите мимо любых других кладбищ, вы говорите, пусть будет опозорена мать, которая вас родила. Это вам это нужно говорить, потому что вас на это... Ты понимаешь, что здесь нет ни одного это еврея или нет? Нет. Он же вот человек говорил, Бог на стороне евреев, вот человек Влад говорил. Мне было Он интересно. тебе рассказывал, что написано в Торе. Ты чё? Это не его слова, Да. он тебе рассказывал о том, Так что он написано. говорил это. Он говорил, я же слышал, я же не глухой. Он говорил так. Я хочу сказать, Ну что... так он тебе говорит, это Так не его так слова, они а вообще это то, что написано в книге. Секунду. Я хочу сказать, что евреи сегодня, которые есть, ни капельки не соблюдают никто. Для них мудрецы это превыше всего. Так а ты что соблюдаешь? Хорошо, иудеи, это их язычество. Они это никому не навязывают. А ты, кавказец, здесь сидишь и защищаешь арабское язычество. А кто ты? Ты же чеченец. Я это вижу и слышу. Откуда? Откуда ты слышишь? Слышу по твоему акценту, что ты чеченец. Что ты здесь защищаешь? Кого ты защищаешь? Ты знаешь, кто ты, кого я защищаю. Ну а что, если ты на иудаизм нападаешь, ладно, это их сказка, их бредни, хорошо, это их бредни, сказка. их сказка, они это будут, ислам, это у них За всегда ислам вы будет. вообще молчите. А ты что защищаешь? Ты защищаешь чужеродный элемент свой. Сейчас, секунду. Что А секунду? ислам защищать будем? Это лучше. Ислам защищать будем? Эдуард, Да, ислам защищать будем? Сейчас, секунду, подожди. Эдуард, будем ислам защищать или нет? Всегда защищай, проблем нет. Я не говорю тебе, не защищай. Нету. А как так относишься к человеку, к старику, который не кяхает маленького ребенка? Как? Ну, если 50-летний чувак залез на 10-летнего ребенка, что бы ты, как бы ты это оценил? Как бы оценил? Как я оценил? Ну, как ты отреагировал бы, если... Как ты отреагировал бы, если 50-летний... Не, послушай, ты хочешь сказать... Ребенком послушай меня. Это кто сейчас со мной говорит? Геймер, ты говоришь со мной? Да. Я с тобой разговаривал, я тебе отвечал, просто ты сейчас не узнаешь, кто я. Так что свою фуфло не гони мне. Который ты... Фуфло не гони, так ответь давай вопрос. Это нормально. Хабар. Уже действительно все. Ответь на вопрос. Не убегай. Не убегай, ответь на вопрос. Почему ты тогда не убегаем? Сказки рассказывают тут. Хочешь сказать, что пророк залез на 10 сказочники, все собрались тут мне. 65-я, 44-й аят. Все тут сказочники, не сказочники, что ли? И что там, какая проблема?
Хавала. Многобойку спрятали от него большая твоих проблема. батарей. Там очень, На подожди расстоянии секунду, там очень большая проблема. Вы. Там Аллах тебе говорит, как Приезжайте. развестись, если ты от них Геймер, ехал маленького ребенка. Приезжай домой. Так. Понимаешь картину? Он просто... Чего вы, сучки, микрофон выключаете? Ты одновременно не говори, когда А я таёвка, бля. Короче, ответ есть, и нет. Ответ дал, я не Сейчас, переживаю. секунду, Они очень секунду. хорошо знают Он ответ. сейчас подумает, подожди, он GPT спросит, сейчас придет. Я же не ты, блин. Ну, Какой? два ответа. Твой вопрос, нет ответа. Мой вопрос, почему Авраам должен был пожертвовать Исмаилом в Коране и противоречить Торе? Мяч? Вот это, пожертвовал? вот Что ты первый говоришь? ответ, не было ответа. И второй вопрос, твой вопрос. кстати. Кому очень вопросы правильный вопрос. задаешь, Недюк? Мячики мата, телефон, он лилю ахтах. Вопрос очень правильный. Ага. Тут один пишет мячики мата, цадюч, ногчи мата. Они разговаривают на русском, якобы разговаривают на чешском. телефон. Интересно, у тебя у него в телефоне установлен какой язык? Вот это мне понять было сейчас. Это кто мне Он писал? позже, Кого я кажется, оставляю? Это Влад идиот. Я не который- тебе говорю, я внизу пишу этому Абдуллаху, отвечаю, который внизу пишет. Интересно мне, он какой, на мячике языке, короче, пользуется телефоном или... Хорошо, у него где есть ответ? телефон на Ответы, чешском два языке. ответа. Нам нужно два ответа. Что за Первый ответ тебе нужен? Для чего тебе нужен ответ? И зачем тебе ответ вообще? Ты с чего Нет, ждешь? если Допустим, ты ты мне- услышал. Скажи мне, пожалуйста, провоцируешь. что ты Если ты мне ответишь, Смотри, то ты выйдешь Смотри. из ислама. слышишь ты, который отмечает и пишешь казахский флаг у тебя и что там? Петух, ты тоже Тут петух. отвечай ты их, оставь ты тут, отвечай. Локи, выкини его. Он ругается, как и не знаю что, как в Ты заткнись мечети. вообще. Ты сам непонятное, заткнись, бля. урод. Пошел вон отсюда. Да, он тебе наглая рожа чересчур что-то. Я вот хотел, уже давно бы я бы это сделал бы, но вы что-то оставили на чуток времени. Чавкает, как животное сидит. Всех приветствую, я как говорится, всем шалом алейхим, там, салам алейкум и так далее. Вот. Привет. Насчет вопроса по Аврааму, то, что он в жертву принес на самом деле Ицхака, да? Мгм. Почему он именно Ицхака принес в жертву, а не Исмаила? Очень хороший вопрос, я отвечу на него, если позволите. Исходя из того, насколько это действительно сакрально важно знать, да? Сакрально важно знать, потому что сам Ицхак, его сын, это долгожданный сын. После многих лет невозможности родить у Сары родился Ицхак. Вот, и это самое дорогое, что было у Авраама, да, на тот момент, то есть самое долгожданное, самое желанное, что было, да, у Авраама. Это этот сын, которого Господь по откровению решил как бы, да, испытать Авраама на самом дорогом. То есть насколько он готов был отдать самое дорогое. У нашего пророка самое дорогое было ее 9-летняя девочка Айша, ради Аллаху анха. Нет, мы не говорим сейчас за вашего пророка, мы сейчас говорим за Авраама, Ицхака и Якова, да? Вот, мы говорим У вашего Авраама было 9 жен и секс-наложницы, рабы были у вашего Авраама? это абсолютно не актуальный вопрос. Это абсолютно не актуальный вопрос. Это Слабак этот ваш Авраам, слабак. Наш пророк мог 11 жен отникахать и купаться один раз.
Этот вопрос звучит как из преисподней. Отвечайте. Как будто из канализации. этот Я вопрос выходил прозвучал. и хотел немножко откинуть еще дальше. Как будто вопрос из Момент, канализации когда прозвучал. как Вот. от двоих пацанов, Это которые вообще, один в это итоге вообще другого на убил, один появилось уровень даже человечество. невозможно Вот это поставить. меня вопрос терзает мысли. Как? Как так? Ну как так может быть? Пророк мог положить фугас даже на родственников своей жены, на крышу залезть и фугас положить, направить ствол прямо на Каабу. Да. Да. Вот поэтому другим даже запрещал на один это уровень делать. это невозможно поставить. Почему? Потому что настоящее откровение Ваш всем Авраам известно. Луну мог расколоть, как грецкий орех. Вот эти все как бы А вот эти потом сказки. суперкрес воду Супермен, придумать и заклеить. Суперменом был Прикинь, конкретно. суперкрес Пророк до сей день ласкал Луну, как держится. грецкий орех. Вообще без проблем. А, Супермен был, Супермен, да? Топ дует как Аллах, Абдулла, Да. поднимись, поможем тебе, короче, выйти из ислама. Я изгоняю, я обожаю. Стоп, ты, а тебя что от уже? ислама. А стоп, да? А слышал, да? Allah delcalarca Joe Paymer PDF file'larca 32 sene hadisli töjün. Del şey de Allah ente adel luksa da mola. А стоп, ты на что ответила? Красава. Да. Поэтому, Аллах, Абдулла, не боится подняться, просто внизу там сидят, короче. поэтому, ребята, это самый главный вопрос. Нужно брать барана за рога. Не нужно спорить. Не нужно. Нужно, вот какого мэр города, села или сельсовета, его заставить взять, короче, за голову осла, отникахать этого осла, чтобы он, короче, там, опустить его по сонной Костецкому. Да. Ну, Да, без а шуток. если спалит, Давайте без еще шуток, без бедного шуток. зла еще надо убить, короче, а Ребята. его не наказывают. Без шуток. Давайте без шуток, да. Вот шутим, да, мы смеемся, конечно. Да нет, это Но- слово Аллаха, это не шутки тебе, Но- братан, тут слово Аллаха. Тут миссия X была, короче, через Слово Мухаммада. Да. Я согласен. Я могу вам прочитать Шарх Ан-Нави, ссылаясь на муслима, том 4, страница 32. Если головка полового члена вошла в задний проход женщины или мужчины, или животного, мертвого или живого, большого или маленького, то на нем нету гуцель, то есть нужно воду экономить. Маленького омовения хватает. Альхамдулилля. Да. Таямун Вместо того, еще чтобы можно сказать, взять. здесь- Это все, Да, писал. это уже глубина, ребята. Но взять рога за рога барана, это я привел. Нет, рога за рога, это Нет. как будет? Взять осла за уши. Взять осла за уши. Тут пророк ослов любил. Альхамдулилля, Не. любимый транспорт пророка. Да, больше но девочек это надо позднее, любить. это уже хадисы. Если мы возьмем по Корану, то самое древнее это Коран. А хадисы пришли Нашего позже. пророка, Самый единственный пророк, у которого летающий ослик был. Покажите мне еще одного. Абдулла, Халуали, тобой известный. Заратустра, Ой. Заратустра, кстати, тоже летал на этом, примерно на таком же. Заратустра. У него не было летающего осла у Заратуштры. У нашего пророка был. Он вот за уши его держал, там помчался на 7-е небо, на терке с Аллахом. И раз прилетел, пока постель еще была горячей. Мгм. Ну, там И это Аиша 50 сказала. намазов, когда Остыл. установили. Постель не остыла, когда муха грибоедов вернулся обратно. Грибы помогли быстро перемещаться.
Это 50 намазов, когда установили, потом Муса говорит, нет, ты чё, твоя ума не сможет столько делать, иди Вот обратно. это Муса, если бы свою хлеборезку закрыл бы, мы бы не знали, есть ли мусульмане на планете Земля или нет. Потому что мусульмане бы стояли 79-80% своей жизни раком, и никому бы не мешали. Вот самый главный виновник, вот этот Муса, который свою хлеборезку не закрыл. И Салям. еще нужно добавить, что еврей Муса решил, что чтобы мусульмане молились 5 раз в день. Это еврей решил. Не Аллах, а еврей. Не то, что решил. Аллах и Муха не знали, что мусульмане не будут делать 50 намаз из зороастризма, которого нету в Коране даже, ни одного слова. Вот раз, короче, этот летит на своем ишаке. Фаджр просыпать Да, умудряется. этот летит на своем ишаке, думает, тормозни, ты откуда? Короче, на совещании был. И что говорит там пахан, смотрящий за большегрудыми путанесами? Говорит, что, короче, 50 намазов из зороастризма нужно делать. Да, твоя ума не сделает, я тебе сразу отвечаю. Поезжай Муса. снова. Да, поговори. Ну, короче, поторгуйся, это же барыга был наш пророк. Ты же и так барыга там, людьми проторгуешь. Иди, короче, поторгуйся, барыга. Скажи, чтобы на 5 хотя бы. И раз, короче, помчал, короче, до 5 снизил наш пророк. Альхамдулилlah. Нет, там он сначала до 25 снизил, потом Муса ему опять Ну, говорит, мне вот нет, Аль-Бурак много. жалко. Аль-Бурак жалко, который гоняли туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Как будто Аллах не знал и так, сколько он будет ездить. Смотри, Муха, ты сейчас будешь ездить. Я тебе сразу, давай сейчас 5 раз говорю. Нет, короче, вот этот спектакль. Аль-Бурака насиловали. Ой, это просто жесть. Насчет Аль-Бураки, вот этого, Генрих хорошо в этой теме разбирается. Он знает физиологию Аль-Бурака, да? Хорошо знает. Он говорит, у него допинг был. Гейм. Аль-Бурак был на твердом топливе, потому что жидкое топливо из всех швелей выйдет, если, короче, стратосферу там, короче, на твердом топливе был наш Аль-Бурак. Нет, это Аль-Бурак не виноват. Аль-Бурак просто носил пророка туда-сюда. Да? А в конце концов Моисей, еврей, Вы решил... знали, что Аль-Бурак не давал на него сесть? Вот Джабраилович сказал, алло, это наш чувак. Представьте, личный транспорт, созданный лимузин для нашего пророка, не давал на себя сесть. Джабраилович за уши держал и сказал, Джабраил, ангел наш, Джабраилович. Короче, это наш Муха, ты что, не узнаешь? Короче, этот там прыгал, короче, кидался, кусался. И врата не открывали рая, знаешь, тоже не узнавали, короче. Говорят, вот это так говорят. просто был это бедуин такой, да. Говорил, Ну, когда это- нашего пророка увидел. Блядь, мужик, ты, блядь, жесть, блядь. Когда он рядом с пророками проходил, те говорили, это что за бедуин, педофил, короче, знаешь. А как он Я пишет, понимаю, пишет, Аль-Бурак, короче. почему не давал ему сесть. Он прекрасно знал, что этот подтирается камнями и знал, что от него вонять будет. Или еще может пристроиться, короче. Ты настоящий Смотри, мусульманин. смотри, я серьезно, на Аль-Бурак, если сесть в платье, ты же не сядешь на Аль-Бурака, раздвину ноги. Тебе нужно голой вот этой священной жопой Платье сесть на него. Айши, да, платье Аль-Бурак Айши, прекрасно да, платье понимал, Айши. сейчас завоняет, и поэтому еле-еле, короче, Джабраилович за уши его держал, пока он не сел. Пока уговаривал, до последнего. Ну ты жесток, слушай, ты жесток. Вон, ты не спишь, что ли? Проснулся? Лен, Лён.
Короче, у нас нет ответов. У нас Леону нужно Тору прочитать. Телефон рядом положил, он говорил. Я сейчас тебе Тору прочитаю. У нас, ребята, нет ответов. Да? Два вопроса, нет ответов. Кааби, Аула, Кааби, ждем тебя, Абдулла, Кааби, прям внутри Кааба мы тебя ждем шампанским бутылкой. Леон, слышишь, прием. Яхве придет, порядок наведет, иншаллах. О, Яхве, приди, порядок наведи. Не слышишь? Там, где в Алмате типа бородатого в шляпе словили, он там эти повестки раздавал с этим царем Машахом каким-то, его казах, короче, этот за бороду подтянул, типа спрашивает, ты что типа тут раздаешь? Он ничего ответить не может, глазами клипает. Бежал, короче, пытается его защитить, но ничего не могут там объяснить. Дэнни кукареку. Доля, буду чути, лечку чуть страхи Hoca, so Allah поделить на беше, гусом соседа ходишь Перейти по-мусульмански гей пишет, личку хочет, инцест обсудить. Мужской ЛГБТ хочет обсудить. По PDF-файлу Музмахмуду. Аллах Алику, там есть стрела, поднимись сюда. Говори как Мухаммад, имя Мухаммад. Сонам за кувершвек хузам илхулти шей аз ходич шей хуман тхитата дашна хну ажукт болча аск болча ва армянш болча ва гурж болча шей хуман тхитата яш куверше шуюк онда чулга ма то хватиш ма так голтак шатак голтак бусал динти педофил ты хуторуй. Инцестник гребаный, насильник, маньяк, рецидивист, убийца, блядь. Педофил, вы поняли все. Это вы поняли. Да. Братан, я не могу говорить сейчас, братан. А, ты намаз-то делаешь? Да, я в плену сейчас. Ну, там соседи мусульмане слушают. Шахада прими, отпустит ли он резко стихаря, короче, как уйдешь, потом уйдешь. Леон, пока ты не ушел, я тебе отпущу грехи. Во имя овца, сыра, свинага, уха и святага, PDF-файла, мудмаги, Амон, Ра. Отпусти нашему Леону грехи. Кааби, Аули, Аллах Кругас, Абдулла, по Кааб, Чуаонса, большую шампанское бутылку. Абдулла, да, Будулайзер, Абдулла, Амцауицу, одноразовый, Будулайзер из Франции. Я не знаю, какой Абдулла из Франции? Он из Франции? Номер хомью гастен. Туна ауичек доджи, это Абдулла, ты ахуя чумакар. Та Абдулла карвар вушун. Та Абдулла вер вушун бош. Асю костана ял хавела. Зон ايش توش تا Абдулла вер вушун бо муатасо. Будулайзер одноразовый. Ас Аль-Бурак, я на Аль-Бурак посажу, если он отсюда без проблем. Иншаллах, сады нас ждут, и большие груды, и путаны, и райские вины, реки нас ждут, и таранки с Астрахани сушеные. Иншаллах, сады нас ждут, и большие груды, и путаны, и безволосые мальчики нас ждут. Иху! Ай, молодцы, ай, молодцы. Этот Кадыров ждет. И бутылка свежая вас ждет. Иншаллах, Кадырка вас ждет. И большая шампанская бутылка. Ой, бля. Европейские террористы. Алло, 29, как слышно, прием. Вам лучше сидеть на вашей пятой точке ровно, смирно. Вам подходила европейская кефирская демократия 30 лет? Подходила.
Теперь, когда чеченцы строят, воссоздать свое демократическое государство, закрыли все нахрен свои вонючие хлеборезки, которые 30 лет жрали кефирские харчи. И вот смирно, равно, короче. Молодцы. Ой, молодцы. Молодцы, ребята, молодцы. Я вас люблю. Я вас люблю, молодцы. И Аллаха, скажи, ахи. Не, молодцы, ребята, молодцы. Это, то есть, я не бывший мусульманин, а вот эти ребята, это бывшие мусульманины. И что они говорят, и у них просто мозг включился, да? Я уважаю. Да, это трудно, но все-таки есть такие ребята. Вот они все тут говорят об этом. Я слушаю, я удивляюсь. Какое трудно тут. У нас вендетта держит в багажнике. Аллаха. Я бы с удовольствием познакомился бы со всеми. Слегка. С вами. Молодцы. Иншаллах, мы скоро будем делать конференции, собирать по Европе Абдуллачинов, Будулайзеров, 30 лет пропаганды вот этого вонючего ислама, вот это прислано муллов, балаболов, да, которые 30 лет пропаганду вообще. Будем собирать целые залы актовые. Вот этот Якубович мне сказал, что уже вот это муджахидовский микрофон волосатый мне пришлет. Буду насихи делать, иншаллах. Большие актовые залы собирать, как наш Закир Адидасович Найк. Альхамдулилля. Ой, ребята, вы прекрасны, вы красавцы, бля. Я слышу, потому что я не бывший мусульман, а вы... Не бля, конечно. У тебя сейчас Просто пантер уже красавцы. скоро, не бывший Вы мусульманин. красавцы, бля. Красавцы. Пора уже молиться утром, точнее молитву совершить тебе. Смотри, не пропусти молитву. Владик, немножко поспи там, немножко выпил, наверное, да? Выпил, а святую воду впустил в себя. Святая вода впустила с него. Немножко отдохни, не разговаривай пока, поспи чуть-чуть. Да ладно. Все нормально. На джихаде можно пить 4044 Сахih Бухари хадис. Некоторые люди пили опьяняющие напитки в день битвы при Бадре и были убиты, будучи шахидами за веру. Алхамдулилля. Бухие муджахиды. До отменения, короче, алкоголя было, да. Как не восхищаться? Как не восхищаться такими людьми? Ну, ты говоришь, я выпил. Какая разница, выпил, не выпил? Я трезвый человек, в принципе. И важное, что я говорю и как размышляю. Да? Я на пути джихада, да, я на пути джихада. Употребление алкоголя, да, в момент боевых действий строго запрещено, потому что у тебя кровь, короче, разжижается, и в случае, короче, этого ранения у тебя тяжело будет останавливаться вот это кровотечение. Смотри, Мухаммед как бы почему-то в день битвы при Бадре не сказал, а прямо там 4044 хадисе Сахих Аль-Бухари пишется, что некоторые люди пили опьяняющие напитки в день битвы при Бадре и были убиты шахид-мопедами за веру. Альхамдулилля. Бухие муджахиды. Значит, если я выпил, значит, я настоящий мусульманин. На мопедах отправились, прикинь, рай. На мопедах в рай отправились. Твою хлеборезку не можешь закрыть ваш сам Аллах. Я сижу на троне Аллаха, Аллах сидит на моей голени, альхамдулилля. Вопрос ребятам, экс-мусульманам. Вопрос. Поначалу, ребята, мусульмане имели право пить алкоголь? Конечно, имели. Мусульмане начали посылать нахрен пророка и Умар бин Хаттаба, когда те ночью пытались их разбудить, напасть на спящих многобожников. Да. Они начали посылать муху и Умарика нахрен. Иди отсюда нахрен, блядь, заколебал гребаный.
Хорошо. Насильник, маньяк говорили. Это, Подожди, короче, подожди, говорит он. Муха подумал, что так не пойдет. Скажем им, что Аллах это запрещает. Я сейчас отойду, из кармана вытащу аят. Хорошо. Теперь вопрос, другой вопрос. Мы знаем, что самые лучшие мусульмане – это первые 3 поколения. Да? Первые 3 поколения – это самые лучшие мусульмане. Значит, первое поколение и второе и третье пили алкоголь? Вопрос. 20 лет почти бухали, пили, совокуплялись с спящими, многобожными, как это, нападая на спящих, отнимали у них, как их, женщин. Хорошо. а, Короткий ответ. Короткий ответ мне нужен. Значит, первые 3 поколения самые лучшие мусульмане. И они пили алкоголь, да? Или нет? 100%. 100%. Значит, если я сегодня выпил, значит, я хороший мусульманин? Иншаллах. Ты должен быть Иншаллах. на джихаде только. Ну все, договорились. Воистину он принимающий покаяние. Да, ребята. Вот так как-то, да. А знаете что? Поначалу было дозволено, а потом Аллах говорит, что это от шейтана. А что мы знаем в парадисе? Что получают мусульмане? Алкоголь. А алкоголь от кого, говорит Аллах? От шайтана. Значит, от шайтана получают люди, Алкоголь мусульмане. никакого, не от шайтана, алкоголь от нашего Исы, алейхиссалям. Наш Иса засунул в воду 2 пальца и сделал из него вино. Никакого не от шайтана алкоголь. В Коране написано от шайтана. Аллах тоже нам приготовил запечатанное белое вино. Наверное, Иблис смотрит на Выдержь. людей из стороны и удивляется, то, что его во всем обвиняют. Не придумывай. Шайтан сам в ахре, стоит, челюсть отвисла, все кидает на шайтана, как на евреев. Как мусульмане на евреев и шайтана все скидывают. Неправда. Аллах говорит, что алкоголь от шайтана. Но вначале он не был от шайтана. И поэтому в парадисе, в раю, мусульмане получают вина, рейки, вина. Они бухают там и трахаются, и бухают. Понимаешь? То есть в этой дуне запрещено пить, но там наверху они будут бухать с утра до вечера. Нормально? Да после Вендетта вряд ли он и будет. Наверное, Вендетта убил Иблиса и стал на его место. Не, серьезно. Об этом написано в хадисах. Потому что вначале было разрешено алкоголь, но мусульмане приходили в мечеть пьяными. Они пьяные или шатались. И Магомед сказал, знаете что? С сегодняшнего дня запрещено. Нет, ночью нападать на безбожника, он же тебя привел где-то, этот аят он достал с кармана. Даже Айша, да, удивилась. У тебя, говорит, на все есть аят, да? Скорый, да, Господь твой, в откровении, не с посланием. Ладно, народ, тогда уже у меня тут сколько эфир идет вообще? Блин, 6 часов, уже 7 час идет эфир. Завтра еще запустим Вендетта, Уна Дель Рейсу. Леон, спасибо. Всем, Влад, вам, Александр, всем спасибо. Эшнотеп тоже, всем спасибо. Завтра заходите тоже, пообщаемся. Просто у меня даже 3-й час дался Вендетта. Завтра тоже поговорим. Что значит, что будет сделано? Адекват, маршал, оставайтесь свободными, кафиры, наджисы, многобожники, безбожники, левобожники, правобожники. Завтра большой. Молодец. Я вас люблю, ребята. Вы молодцы. Все вы молодцы. Все.